Культура и язык чувашского народа очень интересны и многогранны. Много сил и времени посвятили их изучению лингвисты и этнографы. О деятельности этих исследователей рассказывает выставка «Они стояли у истоков». Лингвисты и этнографы Чувашского края конца 19-го, первой половины 20 века в Чувашском национальном музее. Посвящена экспозиция 150-летию со дня рождения выдающегося тюрколога и чувашеведа Николая Ивановича Ашмарина. Здесь можно попробовать отгадать чувашские народные загадки, сплесть нити шерсти и ознакомиться с технологией изготовления холщовой рубахи. Кроме того, выставку дополняют редкие фотографии чувашских конца позапрошлого, начала прошлого века. Выставка такая получилась комплексная. Она рассказывает и об Ашмарине, и о первых этнографах и лингвистов, изучавших чувашский язык и культуру. Выставка предназначена для людей разного поколения, разных групп, начиная с ученых и завершая учащимися, поскольку экспозиционно она выстроена так, что будет интересно тем, кто глубоко занимается лингвистикой, глубоко изучает ярких представителей титанов, заложивших начало изучения языка и фольклора, этнографии. Так и будет интересно ребятам школьного возраста, поскольку здесь есть занимательные вопросы, задания, ответы на которых можно тоже найти в самой же выставке. Николай Иванович Ашмарин – ученый с мировым именем. Итогом его многолетней работы стал фундаментальный 17-томный словарь чувашского языка, включающий 40 тысяч слов. На обращение Ашмарина помочь в сборе языкового материала откликнулись десятки учителей национальных школ и другие грамотные люди. Язык – это великое целое вековое создание творческой мысли народа, говорил исследователь. В год юбилея знаменитого ученого Чувашский национальный музей создал совместный проект с Почтой России. В этом году к 150-летию выпущен вот такой художественно-натуральный конверт. Здесь изображена картина тоже нашего очень известного художника Виталия Петрова «Проскевити», да, с изображением Ашмарина. Те же, кто не смог прийти на выставку, могут ознакомиться с ней в режиме онлайн. Это будет не менее интересно, обещают организаторы. Мы научились уже работать и с онлайн-аудиторией в ходе этой пандемии, поэтому я думаю, что на наших аккаунтах ВКонтакте, в Фейсбуке можно будет посмотреть и видеопрезентацию, видеорепортаж, экскурсию по данной выставке. Традиционная чувашская культура, которую изучали лингвисты и этнографы, показана на выставке через прием музейной азбуки, отдельные слова, которые знакомят с обрядами и праздниками календарного цикла. И теперь возможность приобщиться к этому есть у каждого. Елена Яковлева, Степан Гурьянов. Жизнь столицы.